Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшившара. И сегодня в выпуске. Исполнилось 30 лет добровольческому движению Отечественной войны народа Абхазии. В городе Герои Гудауте прошли торжественные мероприятия. С чем связаны перебои с поставками топлива и как решается этот вопрос? Первый экипаж абхазской команды завершил заезд в танковом биатлоне международных армейских игр «Армии-2022», показав второй по времени результат. В Абхазии отметили День добровольца. В этом году исполнилось 30 лет добровольческому движению Отечественной войны народа Абхазии. Торжественные мероприятия, посвященные этой дате, прошли в городе Герои Гудауте, где располагался штаб Конфедерации горских народов Кавказа. Начались мероприятия с возложения цветов к памятнику добровольцам. Кроме того, в Музее боевой славы имени Сергея Дбар была организована фотовыставка. В Доме культуры прошло торжественное собрание, где с приветственной речью выступил президент Аслан Бжаня. Все подробности в репортаже Эсмы Гуланцы. Почтить память добровольцев, отдавших жизни за свободу и независимость нашей страны, к установленному в Гудауте памятнику пришли президент Аслан Бжаня, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, общественность и, конечно же, сами добровольцы. Что вело этих людей в пылающую республику? Что побудило их протянуть абхазам руку помощи? Это был порыв души и сердца сынов Кавказа. Добровольческое движение начало формироваться с первых дней войны. 15 августа в Абхазию прорвался отряд, возглавляемый султаном Сосналиевым. Помолчите, люди, ради Бога, и к моим прислушайтесь словам. Потерял в бою сегодня друга. Он упал, сраженный наповал. Перестало биться его сердце. Клич Аллах застыл его устах. Не увидеть больше. В день начала войны Султан Асланбекович, зная, что уже собираются люди около штаба, который был организован, пошел туда узнать, что к чему. Но он уже, в принципе, настроился, что будет ехать сюда, но об этом он мне ничего не сказал. Просто взял с собой свою куртку летную, какие-то вещи, что так я не видела, и потихоньку ушел из дому. Здесь в Гудауте был митинг, люди собрались, и они сразу попали на этот митинг, где выступили и сказали, что мы такие-то прибыли поддержать народ Абхазии, и через горы вооруженные уже добровольцы со всех республик Северного Кавказа идут сюда. Абхазы, вы не одни. Безусловно, было ликование здесь. Люди уже поняли, что действительно они не одни. И такое вот начало. Первые дни они уже 15-го прибыли сюда, а 16-го уже полностью Султан Асланбекович начал внедряться, вникать во все. Первые добровольцы из Чечни пришли в республику через перевалы главного Кавказского хребта и по морю к берегам Гудауты. Отряд «Волчьей стаи» пополнялся новобранцами в ходе всей войны. Со временем в нее вошли не только чеченцы, но и представители других национальностей. У нас чисто погибших в Абхазии за войну самое много, по-моему, у нас 67 человек погиб. Я не говорю о тех, которые инвалидами остались. У нас по сей день есть люди, которые в колясках сидят. 67 человек – это официально погибшие у нас. А прибыли разными группами. 21, 18, 22, вот так вот. Разными группами прибыли. Мне 23 года было. Тогда Шамиль Басаев, телевидение 8 часов объявил, что помочь надо маленькому государству, что там беременные женщины порезали ребенка живота. И мы собрались. Так мы по дороге в Россию мы взяли заложники, нас не пускали сначала. Ну так, не хотели пускать.
22-го мы здесь были. Добровольческое движение было многонациональным. На защиту нашей страны встали представители Северного Кавказа, абхазских диаспор за рубежом, а также Юга России и Приднестровья. У каждого из этих людей своя история, но всех их объединяет одно – отвага, решимость, благородство. Потеряли, конечно, 12 человек в этой войне. Но, тем не менее, мы победили. Это их не заслуживает подвиг. То, что они совершили здесь. Ну, понял, что понял. 92 год, я в армию шел. В армию ушел 17 лет, мне, кажется, исполнилось. И так получилось, что я приехал в отпуск и попал на войну. Мероприятия продолжились в Музее боевой славы имени Сергея Дбар. Ко Дню добровольца здесь была организована выставка фотографий, на которых многие находили себя. Всего в боевых действиях 92-93 годов приняли участие более 2000 добровольцев. Более 250 из них погибли. Завершились мероприятия торжественной церемонии в Доме культуры. Президент Аслан Бжани обратился ко всем добровольцам с приветственной речью. Уважаемые соотечественники, дорогие добровольцы, искренне поздравляю с Днем добровольца. В этом году, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа султаном Асланбековичем Соснариевым. Добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстояли свободу и независимость Апсны. Дорогие добровольцы, народ Республики Абхазия всегда будет вам благодарен. Безусловно, мы должны сохранить и развивать наши отношения с народами, ставшими рядом с нами в тяжелейший период. К сожалению, пандемия коронавируса не дала нам возможности провести встречи ранее. В начале сентября этого года планируется мой визит в Республике Северного Кавказа, и я с радостью встречусь с вами. Дорогие добровольцы, еще раз позвольте пожелать вам крепкого здоровья и благополучия. Большое вам спасибо. Указом президента Абхазии Аинди Дакаев, сын добровольца из Чечни Султана Дакаева, награжден именным оружием. Таким образом было исполнено завещание добровольца в случае его гибели передать оружие сыну. Именной пистолет лично вручил Аинди Дакаеву президент Аслан Бжани. На торжественной церемонии Аслану Бжани была вручена награда во славу Осетии. Награды также были удостоены спикер парламента Лаша Ашуба, министр обороны Владимир Ануа, его заместитель Беслан Цвижба, советник президента по делам спорта Ахра Ашуба, замруководителя фонда «Помним» Ляля Чамагуа. Торжественная церемония длилась более 2 часов. После празднования Дня добровольца президент продолжил общение с добровольцами в неформальной обстановке. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба обратился к добровольцам, ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. Лаша Ашуба выразил чувство искренней признательности всем, кто, руководствуясь нравственными принципами, прошел суровые испытания в борьбе за свободу и мир на абхазской земле. В нашей стране высоко оценивается моральная и политическая составляющая добровольческого движения, которая стала значимым фактором в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Война показала нерушимость традиций дружбы и взаимопомощи народов Кавказа. Участие добровольцев в борьбе за правое дело является достойным примером мужества и патриотизма, доказавшим, что победа может быть одержана не только силой оружия, но и единством. Мы глубоко чтим и всегда будем хранить в своей памяти благородный подвиг всех добровольцев, говорится в обращении. Лаша Ашуба также подчеркнул, что парламент Абхазии готов и в дальнейшем поддерживать работу организации ветеранов-добровольцев, участников Отечественной войны народа Абхазии, которые осуществляют свою деятельность в республиках Северного Кавказа.
Заслуженные артисты России, Адыгеи и Абхазии Басир Шибзухов и Заур Безехов находятся в эти дни в нашей стране. О золотом времени театров, взаимных гастролях и о том, какой неоценимый вклад внесли межтеатральные узы во времена Отечественной войны народа Абхазии, именитым артистам есть что рассказать. С Басиром Шибзуховым и Заурбием Безеховым пообщалась Рада Чечава. Во времена Советского Союза поддерживать связи с братскими народами Кавказа на должном уровне не удавалось. Первые гастроли и взаимные поездки труп с ответными визитами стали важнейшими шагами не только в вопросах культурного обогащения, но и в общечеловеческом, в высоком смысле. Вспоминая времена гастролей 3 театров, времена, когда близкие братские народы лишь узнавали друг друга в культурной и творческой сфере, именитым актерам сдержать эмоции сложно. Их миссия – нести знамя познания через искусство, неоценимо важна. Приехали мы, Кабарда, Сначка. Мы были здесь месяц, ездили по селам. Мы несли миссию, кроме того, что мы спектакль показывали. Мы рассказывали людям, кто мы такие, кто мы друг другу и так далее. Это, в общем, очень большая такая была миссия. Миротворческая, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова. Потом Абхазия приехала в Нальчик на 40 дней. Обратное вот это братание. И вот то же самое мы делали в Кабарде, объясняли людям, кабардинцам, и молодежи в основном, кто мы и что мы друг другу и так далее и тому подобное. Вы знаете, до определенного времени даже большинство и абхазов, и адыгов не знали, что мы родственные народы. Не знали и не подозревали. Потому что это скрывалось почему-то. И потом только в 1984 году наш Адыгейский театр приехал сюда. Тут мы познавали друг друга, то есть находили опять друг друга, возвращались к своим истокам. Вот тут только, вот здесь. Потом Абхазский театр, потом Кабардинский театр приехал. И мы были первооткрывателями. Не хочется, чтобы пафоса не было много, но мы были первыми, кто как бы открыл окошко. В 1985 году в тяжелое и сложное для абхазского народа время режиссером театра был Валерий Ковы. Именитый театральный деятель и актер. Он был убежден, что любой спектакль, помимо незаурядной трактовки и динамичной постановки, должен отвечать на главный вопрос – что же такое театр? И в действительности, пожалуй, существует множество подходящих ответов, но самым правильным кажется лишь один – театр – это люди, талантливые, удивительные, смелые и решительные, герои и творцы. И вот сегодня у нас в гостях действительно вот для моей жизни, для меня, и не только для меня, для всех абхазов, это легендарные личности. Это люди, которые в самые тяжелые дни, которые рядом стояли с нами, днем и ночью. Это актеры, большие актеры. Это Зехов Заур и Шибзухов Басир. Братские узы и налаженные между театрами связи сыграли свою значительную роль в дальнейших, весьма тягостных и трагичных событиях. Многие актеры добровольцами прибыли на помощь абхазскому народу во время войны. Заур Зехов и Басир Шибзухов активно помогали Абхазии, стояли рядом с нашим народом в самое сложное, тяжелое время. После того, как война началась, наша молодежь уже сама побежала сюда спасать братьев. Потому что они уже знали, что это братья. Не кто-то так как-то что-то, а братья. Вот. Что сыграло очень немаловажную роль. Чем мы горды, кстати, потому что наши актеры приезжали, воевали. Я приезжал во время войны здесь с благотворительной помощью и так далее и тому подобное. Ну, каждый как мог. И Северный Кавказ, и Абхазия плечом к плечу, как в мечети. Знаете, в мечети надо молиться плечом к плечу. Тогда Всевышний Аллах принимает это как общую молитву, она сильнее. Понимаете, поэтому здесь тогда стали плечом к плечу, да. Переоценить важность укрепления братских уз между кавказскими народами невозможно. Самые сложные дни, решающие и трагичные, именно помощь братских народов сыграла значительную роль. Во время войны эти люди что делали? Вот Толик Шахналиев, он там внизу написан, он воевал, актер Кабардинского театра, он написал: «Вы можете вернуться в свое здание, я освободил ваш театр». Все они, все члены семьи, родственники, а потом это же
вот это оба Зехов и Шипзухов, они ведущие актеры Северного Кавказа, они очень влиятельны. Они подняли, вот именно подняли, возбудили вот эта естественная кровь, единая кровь абхазо-адыгская. Это такую поддержку потом мы получили в начало войны. На данный момент возможность возобновить гастроли между театрами детально обсуждается. Говорят, именно театральные подмостки служат всенародной школой жизни. И, пожалуй, поспорить с этим сложно. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. К другим темам. В связи со значительными перебоями поставок топлива в Абхазию в сети автозаправочных станций «Азид» введены ограничения на отпуск некоторых видов нефтепродуктов, сообщается на официальном сайте компании. Уточняется, что значительная часть поставок по заключенным в июне текущего года контрактам по независящим от компании причинам не поступила в Абхазию. Ситуация усугубилась увеличением нагрузки на сеть АЗС «Азид» в связи с временным отсутствием топлива на автозаправках других компаний. В ряде АЗС «Азид» происходит отпуск топлива по картам и талонам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. Перебои поставок топлива связаны с увеличением количества пассажирских поездов в южном направлении, из-за чего объем грузоперевозок снизился и срок доставки грузов ЖД транспортом увеличился до 1,5 месяца вместо 10-15 дней. Так прокомментировали ситуацию в Министерстве экономики Абхазии. В ведомстве уточнили, что Министерством экономики и Абхазской железной дорогой ежедневно проводятся консультации с представителями РЖД России по вопросу ускорения продвижения составов с грузами, которые направляются в Абхазию. Приоритетными являются поставки продуктов питания, пшеничной муки и нефтепродуктов. За прошедшие выходные при содействии РЖД России были ввезены 4 цистерны с нефтепродуктами общим объемом 230 тонн. В пути находятся цистерны с топливом РН Абхазия «Азид Апсна-Ойл» общим объемом порядка 4000 тонн. Кроме того, для поддержания необходимого остатка нефтепродуктов были организованы поставки с использованием автоцистерн. На таможенном посту МАП «Адлер» Краснодарской таможни откроют дополнительные полосы движения для легкового автотранспорта, сообщается на сайте Южного таможенного управления. Оперативные меры по увеличению пропускной способности и дальнейшей реконструкции пункта пропуска были рассмотрены в ходе рабочего визита в Абхазию делегации Минэкономразвития России. В настоящее время в пиковые моменты нагрузок в сутки российско-абхазскую границу пересекают более 10,5 тысяч транспортных средств и 64 тысячи человек в обоих направлениях. Пропускная способность пункта в летние месяцы превышает допустимые показатели почти в 7 раз. После модернизации пропускная способность пункта составит 11,5 тысяч транспортных средств и 68,5 тысяч человек в сутки. 22 года назад, 15 августа 2000 года в Сухуми выстрелом в спину был убит видный общественный и политический деятель Абхазии, юрист, правозащитник Зураб Ачба. Ежегодно в этот вечер у места его гибели в 22 часа 30 минут собираются родные и близкие, друзья Зураба Константиновича. В память о нем зажигаются свечи и возлагаются цветы. Зураб Ачба родился 23 февраля 1950 года в Сухуми. Окончил Сухумскую среднюю школу номер 10, выпускник МГУ. После окончания МГУ работал юрисконсультом в различных организациях Абхазии. С 1989 года заместитель председателя Народного форума Абхазии. Блестящий оратор, активный сторонник и участник грузино-абхазского диалога до войны. В 1991-1996 годах депутат Верховного Совета парламента Абхазии. С 1993 года член межреспубликанской коллегии адвокатов, заведующий юридической консультацией в Москве. В 1999-2000 годах консультант в Сухумском офисе по правам человека ООН и ОБСЕ. В этот же период проявил себя как публицист. Убийца Зураба Ачба так и не был найден и не предстал перед судом.
Задержаны граждане, которым вменяется культивирование запрещенных к возделыванию в Абхазии наркосодержащих растений в особо крупном размере. Возбуждены уголовные дела. Подробности в оперативной сводке МВД. Жителю Гулрыбского района Габели Руслану Родиковичу 1970 года рождения вменяется культивирование запрещенных к возделыванию в Республике Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия. Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел совместно с отделом милиции поселка Дранда ОВД по Гулрыбскому району, в результате чего при обследовании приусадебного участка домовладения в селе Бабышара, принадлежащего гражданину Габели, были обнаружены корни растений конопли. Изъятые растения содержат наркотически активные компоненты и могут быть пригодны для изготовления наркотического вещества марихуана. На момент задержания домовладелец и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом. Руслан Габели водворен под домашний арест. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 228 и частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел. Незаконно возделывал на своем приусадебном участке в селе Тара-Абхазское запрещенные растения в крупном размере Габуня Ремзик Фриканович 1990 года рождения. Корни конопли, содержащие наркотически активные компоненты. При исследовании территории домовладения по месту проживания гражданина Габуни обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Ачимчирскому району. Следственной группой районного отдела внутренних дел в отношении Ремзика Габуня по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело. Последний заключен под стражу. Также в Ачимчирском районе у жителя села Тара-Армянская Мягкого Артема Валерьевича 1981 года рождения изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие и наркотическое вещество. В ходе обследования жилища, принадлежащего данному гражданину, сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными милиции отдела внутренних дел по Ачимчирскому району в спальной комнате была обнаружена 2-литровая стеклянная банка с растительным веществом внутри, как установлено экспертами, наркотическим средством марихуана. Также гражданин Мягкий незаконно хранил огнестрельное оружие, технически исправный, к производству выстрелов пригодный самозарядный карабин конструкции Симонова калибра 7,62 мм и боеприпасы к нему, которые сотрудники милиции обнаружили и изъяли. При обследовании приусадебного участка домовладения обнаружены и изъяты рассаженные в цветочные горшки корни растений конопли, содержащие наркотически активные компоненты. По факту незаконного культивирования запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере, хранения наркотического вещества без цели сбыта, а также приобретения и хранения огнестрельного оружия в отношении гражданина Мягкого следственным подразделением Ачимчирского РОВД возбуждено уголовное дело. 14 августа последнему избрана мера пресечения – арест. В столице в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками первого отдела милиции УВД по городу Сухум изъято огнестрельное оружие. Пистолет барабанного типа с 9-миллиметровыми патронами к нему сотрудники милиции обнаружили в салоне автомобиля под управлением Зантая Романа Ивановича 1961 года рождения. Как установлено в экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел, изъятое оружие является самодельным короткоствольным нарезным револьвером, технически исправным и пригодным для производства выстрелов, а патроны боевые. По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов отделом дознания УВД по городу Сухум в отношении гражданина Зантария возбуждено уголовное дело. Последний пребывает под домашним арестом. Пожар в Сухуме. 15 августа в 16 часов 30 минут в МЧС поступило сообщение о том, что горит кровля столичного кожзавода, который на данный момент не функционирует. Оперативными действиями сотрудников ПСО города Сухум возгорание было локализовано. Огонь тушили 4 пожарных и 1 спасательное отделение столичного ПСО. В результате пожара никто не пострадал. Первый экипаж абхазской команды завершил заезд в танковом биатлоне, показав второй по времени результат. Абхазия соревновалась с командами Таджикистана и Судана. Подробности в репортаже Шайзины Ханагуа.
С 13 по 27 августа на подмосковном военном полигоне Алабино проходят невероятные по зрелищности международные состязания танковых экипажей в конкурсе «Танковый биатлон» в рамках 8-х армейских международных игр «Арми-2022». В соревновании «Танковый биатлон» команды разбиты на 2 дивизиона. 14 августа прошла индивидуальная гонка экипажей 1-го и 2-го дивизионов. Абхазские танкисты выступили во 2-м дивизионе с командами Таджикистана и Судана. В заезде участвовали танкисты, командир танка лейтенант Роберт Хашба, механик-водитель лейтенант Яшар Ашуба, наводчик-оператор старший лейтенант Роман Лагвилава. По итогам заездов танкисты из Таджикистана показали лучшее время – 33:28. У Абхазии второй результат – 44:11, а экипаж из Судана стал третьим – 58:30. Для нашей команды является честью в очередной раз принять участие в данных играх, где мы можем соревноваться с командами из дружественных стран, как с ближнего зарубежья, так и с дальнего зарубежья, в искусстве вождения танка, точности стрельбы из штатного и дополнительного вооружения. Во 2-м дивизионе соревнуются сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии. Команды стран-участниц соревнуются в ориентировании на поле боя, искусстве вождения, точности стрельбы и управления огнем на российских танках. Абхазия участвует в танковом биатлоне с 2020 года и показывает хорошие результаты. 3-й год участвуем. Мы привезли сюда 3 экипажа. Из 3 экипажей только 3 человека в прошлом году принимали участие. Мы ездим на российских танках, и надеемся, что у нас тоже такие танки когда-нибудь будут. Наша подготовка проходила 2 дня из-за того, что много стран хотят принимать участие в тренировках. На будущий год также планируем приехать и показать лучшие результаты. И целью ставим на будущий год выйти в 1-й дивизион, где сможем соревноваться с такими сильнейшими командами, как Российская Федерация, Республика Китай, Иран и другие республики. По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые 3 станут победителями-призерами этапа «Индивидуальная гонка». По сумме показанных результатов от каждой страны будут определены 8 команд полуфиналистов 1-го дивизиона танкового биатлона, которые 23 и 24 августа выявят 4 лучшие сборные на финальную эстафету. Финальная эстафета пройдет в день закрытия игр 27 августа на полигоне Алабино. В рамках армейских международных игр Арми-2022 7 команд из состава вооруженных сил Абхазии участвуют в конкурсах «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо», «Снайперский рубеж», «Специальный рывок», «Военно-медицинская эстафета», «Армия культуры» и «Национальная кухня». Шазина Ханагуа, Абхазское телевидение. В завершение выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 16 августа, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, жаркая погода. Температура воздуха ночью 20-25, днем 29-34 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Камшипшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.